Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в студии в гостях у Абхазского телевидения представитель Абхазской православной церкви отец Далмат, первый директор культурно-благотворительного фонда Ашана Дживера Колосова, архитектор Георгий Баронин, председатель районного собрания города Ткварчал Дамир Гарзолия, заведующий отделом культуры и историко-культурного наследия Ткварчальского района Рита Ажиба и учредитель культурно-благотворительного фонда Ашана, уроженец Ткварчала Беслан Шакая. Уважаемые гости, большое спасибо за то, что нашли время, пришли к нам в студию для того, чтобы обсудить очень важный вопрос. Это вопрос строительства православного храма в городе Ткварчал. И вот первый мой вопрос. Я бы хотел узнать, откуда вообще пришла идея строительства этого храма именно в городе Ткварчал. Ну, наверное, я отвечу на этот вопрос, потому что эта идея среди ткварчалского народа, она витала давно, и как-то она была слышна и в Фейсбуке, и когда мы просто общались там на какие-то мероприятия, приезжали в Ткварчал. И в какой-то момент в Фейсбуке было очень такое активное обсуждение этой темы, что вот Ткварчал такой вот город и герой, и с такими традициями, и защищали этот город, ну, с ценой многой крови, да, и что нету там храма. И когда было это обсуждение, я помню, я позвонила Беслану Борисовичу, он мне тоже давно до этого говорил про то, что у него есть такая мечта построить в своем родном городе храм, потому что его там нет. То есть это вот где-то корни далеко, но я вот рассказываю вам именно про тот момент, как это все перешло именно уже в действие. Я позвонила Беслану Борисовичу, говорю, вот такое обсуждение идет в Фейсбуке, может быть, пришел тот момент, когда это уже реально нужно. И мы начали эту тему уже обсуждать с отцом Виссарионом, начали обсуждать с действующим на то время главой Тимуром Владимировичем, обсуждать это. И тогда уже пришла идея, что да, действительно, народ хочет. Это подтвердила и администрация, и сам народ. И организовали попечительский совет, потому что мы понимаем, что ну, а какая организация будет это все претворять в жизнь? Ну, нет таких организаций, это может только, наверное, соединив несколько организаций. И тогда уже организовали попечительский совет храма, куда входило духовенство Абхазии, представители власти, общественности, и ткварчальцы, и из Сухума. Большое спасибо, Дживера. Скажите, пожалуйста, как отреагировали сами ткварчальцы, когда узнали, что вот вопрос начал решаться, вопрос активизировался? Ближайший храм, куда можно поехать помолиться, это Илорский храм, где ведутся службы, соответственно. И сам я лично тоже часто езжу, может быть, не каждое воскресенье, но часто езжу в Илорский храм, и там всегда очень много ткварчальцев. И при любом удобном случае всегда это обсуждалось, и все вот, даже можно сказать, вот, каждый праздник, когда мы ходим друг другу в гости, когда мы на православные праздники, это Пасха, это Крещение и другие праздники. И когда у нас есть возможность поговорить, повод поговорить об этом, все ткварчальцы, вот с кем доводилось общаться, они всегда говорили, что ну, когда же уже наконец будет построен храм. Как к этой инициативе отнеслось наше духовенство и представители Абхазской православной церкви? И еще я хотел бы уточнить, прежде чем строить храм, святое место, есть ли какие-то, может быть, церемонии, которые необходимо соблюдать, какие-то церковные правила, которые нужно соблюсти, прежде чем строить православный храм? Добрый вечер, дорогие телезрители, во Христе, братья и сестры. Вот, великая радость, что мы сегодня здесь вот собрали и обсуждаем этот вопрос. Ибо изначально, как вы знаете, если кто-то не знает, что перед строительством храма освящается место, закладывается камень, крест, вот, освящается, что Господь даровал силы всем нам, вот, и те люди, которые, приходя на то место, которые молятся, Господь слышит их. И так как вы знаете, что помимо этого храма, строительства храма, там у нас в Ткварчале еще построен храм-часовня. Так как вы знаете, что храм для чего необходим для каждого из нас, православного человека, ибо
не требуют здравые врача, а болящие. Вот, больные люди, ну, бывает, есть люди, которые больны телесно, есть, которые больные люди духовно. И для исцеления нам необходимо здравница, так как вы знаете, что в каждом городе строится больница, чтобы люди могли посещать туда, если у кого-то какие-то недуги, болезни, они обращаются к врачу, и врач начинает обследование, исследование, и потом начинается лечение. Но для каждого из нас необходима здравница душевная. Вот. И за это необходимо строительство храма. Во время строительства храм освящается, потом совершается там божественная литургия, Евхаристия, где каждый желающий, не только желающий, а православный христианин должен посетить этот храм, ибо когда мы посещаем храм, когда совершается божественная литургия, то сам Господь пребывает там невидимо. И когда есть там престол, где священник совершает службы, молитвы, то Господь невидимо пребывает там. И как вы знаете, что на Тайной вечере, когда Господь сидел с учениками своими на трапезе, Он преломил хлеб и сказал: вот это хлеб будет мое тело, вино будет моя кровь, принимайте каждый из вас во оставление грехов и жизнь вечную. Так как вы знаете, что все, что нас окружает в этом мире, это все временное, но мы, пока живя здесь, должны стремиться к вечности, а чтобы соприкоснуться с этой вечностью, нам необходимо соприкоснуться со Христом. Но каждый из нас, когда принимает крещение, да, таинство совершается в храме, вот, после таинства крещения, также, если человек взрослеет, то совершается там, когда соединяются муж и жена, совершается таинство венчания. Вот, венчаются, а потом, даже когда последний путь, когда человек уходит из этой жизни, вот, то также вся жизнь наша церковная, православная должна быть от рождения до последнего пути, вот через храм все должно проходить. Спасибо большое. Все это происходило как бы у нас наяву. Дело в том, что значит, идея и мысль создания строительства храма, я думаю, что летала в головах многих людей. Соответственно, получилось так, что некое событие, произошедшее, такой эмоциональный порыв был в 2008 году, когда Российская Федерация признала Абхазию. То есть мы создали культурно-благотворительный фонд Ашана, соответственно, пришла именно тогда эта мысль в голову. И прошло ровно 5 лет, когда с Божьей помощью схиархимандрит отец Или приехал, значит, из Москвы по нашему приглашению сюда, в Абхазию. Вот, и ровно через 5 лет мы начинаем благотворительный марафон 4 августа. Я надеюсь, что ничто нам не помешает. Мы проведем этот благотворительный марафон как старт сбора средств. Многое нам мешало на этом пути, многое мы прошли. Тем не менее, все с Божьей помощью, слава Богу, должно случиться. Скажите, пожалуйста, на какие средства будет осуществляться строительство храма? Вообще строительство храма это всегда идет на пожертвование людей. Это как бы сложившаяся такая традиция, ну, в мире, да, вообще. И, конечно же, это будет на пожертвование простых граждан, жителей Абхазии, организаций. И здесь будут созданы все условия для того, чтобы каждый человек мог в этом поучаствовать. И когда я начала, ну, изучать эту тему, вот именно как это собираются средства на строительство храма православного, и здесь очень много есть интересных механизмов и способов, которые все будут здесь задействоваться. Это и именной кирпич, который может приобрести каждый желающий, и это кирпич, это как условно, да, потому что храм-то не из кирпичиков строится, но есть такое понятие, что храм строится по кирпичику. Это такая условная единица, покупка вот этого именного кирпича, и это имя наносится на стены храма под чистовую отделку. И сам процесс нанесения этих имен, то есть все это традиционно, все, здесь ничего как бы не придумывается нового, все это очень традиционно. Может быть, не особо традиционно для Абхазии, потому что, ну, долгое время здесь ничего не строилось, но
будут использоваться традиции просто мировые, да, которые есть в мире и которые, ну, мы надеемся... Современные, да. Современные, да, современные методы. И я надеюсь, что ну, вот нам всем будет просто даже интересно это делать, да, просто это будет, ну вот, я не знаю, там, ну во благо нам, ну с душой, потому что важно еще создать такие механизмы, которые были бы интересны и приятны людям. Вот они лежали бы, вот у них бы прям вот на душе. На самом деле это очень интересная традиция, именно покупки кирпича, и тот факт, что твое имя будет там написано, мне кажется, для многих наших телезрителей это хорошая возможность прикоснуться к чему-то, правда, очень светлому. Я, уважаемые телезрители, хочу вам сказать о том, что вот сзади на экране есть макет храма, о котором мы говорим. У нас в гостях, как я уже говорил, архитектор Георгий Баронин. Мы бы хотели обсудить, каким будет храм. Очень, во-первых, мне очень понравилась идея как самого строительства храма. Ведь посмотрите, это не просто так возникло, ведь почему-то никто не приходил с такими идеями. А это замечательная идея. Более того, мы немножко даже запоздали с этим. Вы посмотрите, практически в каждом городе есть храм. Как это в городе Ткварчало не будет храма? Да, он обязательно там должен быть. То есть это как-то странно, это нонсенс. Есть какие-то элементы, с которого как бы происходит квинтэссенция вообще развития города. И вообще раньше строили храм, а потом все начиналось. А тут как бы, ну, это советское время, конечно, и ничего от этого нельзя. А разве в городе, я извиняюсь, раньше храма до войны не было никогда? Нет. Вы знаете, там планировочка такая, я добавлю к этому. Он, конечно, интересный город, потому что это индивидуальный проект был. И дома индивидуальные. То есть он строился, но строился-то в советское время. И существовали определенные регламенты, не допускающие этих вещей. Поэтому, ввиду того, что он изначально, как все же маленький индустриальный центр, угольный, да, вот как бы разрезы, потом еще каменные карьеры там и многие вещи, то он, конечно, это по-своему, конечно, очень интересно, но в советское время, поэтому храму там не предполагалось места. Вот, когда тоже ко мне пришли с этой идеей, я тоже очень заинтересовался, и с благословения батюшки Виссариона мы обсудили эту очень активную тему, и он благословил меня на некий посыл изначальный от местной нашей архитектуры, из древнейшей Лыхтинского храма. Ну, древнейший, действительно, удивительная постройка, со своими, конечно, особенностями. Вот была произведена тщательная обмерочная работа, хотя это уже, наверное, второй раз или третий раз, потому что были до этого произведены тоже людьми обмеры, и чертежи, видимо, частично потерялись. То есть до наших дней практически, я не знаю, кто владеет информацией. В интернете их нет. И вот практически я начал с нуля. Попросил еще сотрудника своего, чтобы мы вдвоем в очень короткое время буквально исследовали этот памятник, сделали обмеры. Когда мне дали идею, в честь кого будет наш храм строить, и этот храм, если я не ошибаюсь, этот храм Лыхтинский в честь Богородицы, правильно? Божьей Матери. А мы строим в честь Евстафия, то есть мужчины. И поэтому, когда мне иногда говорят, ну, немножко суровый, там, слегка такой лаконичный, так я говорю, он и должен быть такой. Потому что он должен ассоциироваться с определенным святым. Тут есть очень много заметных элементов, которые, ну, подвластны, наверное, все же больше профессионалам. Чаще всего прихожане, они уже, ну, снимают сливки восприятия того или иного сооружения. Спасибо. Раз вы как раз затронули тему того, в честь кого будет построен храм, как раз я хотел спросить, почему было принято решение построить храм в честь мученика Евстафия Арцизского? Храм, значит, в честь памяти погибших
воинов, оборонявших блокадный Ткварчал на протяжении 13 месяцев, и носит имя святого великомученика, воина Евстафия Апсильского. Ну и Да, кроме этого, Евстафий Честь. Апсельский, он же единственный абхаз-воин, который является святым. То есть это единственный святой абхаз, который, ну а как не его, да, выбрать? Канонизированный. Канонизированный, Понимаете, единственный. это не просто. Ну, вообще, когда говорим Ткварчал, надо знать, что Ткварчал рожденный во время Великой войны и перенес еще одну войну, блокаду. И более 200 человек сложили головы, чтобы защитить этот город. Из них 136 это ткварчальцы. И почему этот храм связан с историей нашего города? Потому что на самом деле храм будет располагаться напротив аллеи героев, где сейчас стоит памятник защитникам города. И как раз таки это вписывается именно в этот проект, потому что Евстафий Апсильский является великомучеником, воином, защитником, и в честь наших погибших ребят как раз таки это имеет соотношение. Да, Восточная возможно, Абхазия в то время называлась Апсилия. Вот в честь за это Да, вот и в был районе вот, Сибирдыли. да, Ну, этот вот. святой того района, вот Апсилия раньше называлась, сейчас у нас по-другому называется. В советское время была на финском домовая церковь, она была при доме, вот, там совершалось богослужение. Но так как эта домовая церковь, она маленькая, и для прихожан, допустим, Это есть было которые у нас, послевоенное время. наши прихожане, есть которые немощные, и удобно, конечно, это в центре города, чтобы им и передвигаться, и чтобы доступно было для каждого посетить этот храм. Хочу сразу сказать, что средства бюджета города либо республиканского бюджета там не предусмотрено. Это средства только благотворителей. Вопрос строительства храма в Ткварчале обсуждается не первый месяц. Скажите, пожалуйста, были ли уже какие-то крупные пожертвования или вообще насколько активно принимают люди участие? Я помню, что 4 августа будет марафон, но, может, были люди, которые уже проявили инициативу и встали рядом со всеми организаторами и выразили готовность. Кто финансово помочь, может, кто физически готов был помогать? В данном месте, то есть в Ткварчале, при строительстве храма, мы планируем собирать средства, значит, не от какого-то конкретно взятого человека. Мы хотим построить, ну, если это можно выразиться, народный храм. Мы хотим сделать ситуацию, при которой будет максимальная сопричастность людей. Мы хотим, чтобы каждый пришел, неважно, принесет 100 рублей или 10 тысяч рублей, неважно, или кто-то там больше принесет, совершенно неважно. То есть, условно, мы договорились между собой о том, что если кто-то придет там через какое-то время и скажет, вот вам нужно там 50 миллионов, вот вам 40 миллионов и достраивайте быстро. Конечно, трудно будет отказаться от этих денег, мы не откажемся, но пустим на какие-то другие нужды, да, в Ткварчале, но вот этот храм должен быть построен именно большим количеством людей. У него будет некая другая энергетика, некая другая сила и мощь, на наш взгляд. Кто-то уже изъявил желание прийти, встать и начать его строить? Или необходимости вот в человеческих ресурсах, которые бы приходили, помогали, строили, нет? На данный момент как бы изъявили, конечно, желание, значит, определенные люди, определенные организации, о которых вы все узнаете, услышите 4 августа. В первую очередь я хочу сказать, что самый сложный момент при вообще запуске любого дела, которое требует вовлечения больших средств, самое первое — это необходимые деньги, которые еще невозможно нигде собрать, потому что еще некуда собирать. И необходима некая сумма, да, какая-то сумма на то, чтобы начать, Начало, да. на самое начало. И я хочу сказать, что Беслан Борисович, он предоставил эту сумму, на которую мы можем начинать. Ведь для того, чтобы провести изыскание, создать эскиз, провести какие-то работы, это на самом деле тоже достаточное количество времени, денег, которые мы на данном этапе собрать практически нереально, потому что надо людям показать, а на что мы собираем средства. И старт был дан благодаря тому, что Беслан Борисович выделил сумму, на которую это можно было начать, и это тоже очень важно. И если говорить о том, кто в первую очередь
пожертвовал, да, то самый первый это Беслан Борисович, который и дал старт, и благодаря которому мы вообще можем все начинать. Почему так долго это стояло, ну, на каком-то месте? Тоже необходимо были средства, ну, хотя бы с чего-то начать. В мировой практике есть случаи, когда строили школы, церкви, храмы всем городом. Вот мне интересно, насколько это будет актуально и вот в том вопросе, который мы обсуждаем, насколько будут агитироваться сами ткварчальцы, чтобы принять именно физическое участие в строительстве храма. Строительство храма, это, я говорю, что это очень интересный процесс, и это не значит только участвовать деньгами. Прийти, поучаствовать в строительстве. И, конечно же, мы здесь, обсуждая этот вопрос именно с ткварчалской администрацией, смотрели и на то, чтобы была занятость, как вот занятость профессиональная именно ткварчальцев, и в том числе благотворительная, да, вот, ну, понятно, что каждое воскресенье это, ну, работаем во славу Божью, и чтобы они тоже имели возможность, и причем не только ткварчальцы, чтобы имели возможность приходить и участвовать в строительстве. Поэтому, конечно же, это будет активная агитация и не только граждан, а всего населения Абхазии и туристов в том, чтобы люди могли прикоснуться, прийти и прикоснуться вот к этому. Ну, я даже не знаю, что это такое, построить храм, вот участвовать в этом. Это же что-то такое, ну, великое. Да. Начинают работать другие различные секты, которые вовлекают население местное в свои какие-то там структуры. И мы все знаем, как деструктивны они не только по отношению к религии, но и к государству, как они влияют на это. Запрос в обществе именно важность того, чтобы духовно люди получили окормление. Да, кормление получили, ткварчальцы. Наличие храма это повлечет за собой паломничество, туризм. И это не может не сказаться положительно на нашем экономическом Новые рабочие места. Новые рабочие места. Еще я хочу добавить, как до этого говорил, о том, что когда мы освещали храм, что ливень шел, и потом какая-то завеса была. И еще даже необходимо каждому нас забывать, что когда совершается служба, когда где двое-трое, говорит, Господь, я среди вас нахожусь. И когда будет молитва, и когда будет колокольный звон, те невидимые силы темные, которые они опасны для каждого из нас, то мы будем уже защищены и службой, и тем, что будем соприкасаться со Христом, и молитва, и каждый, кто будет проходить, и молодежь будет видеть, что есть для каждого спасение. Иногда бывают такие вещи, когда человек что-то сотворил или что-то сделал, он бывает циклится. И есть такие вещи, которые он не может сказать ни родителям своим, ни близким своим, ни друзьям. Вот. Из этого необходимо храм, чтобы люди могли прийти туда. Они не к священнику приходят, а не к Богу. А священник – это как бы инструмент. Когда хирург совершает какую-то операцию, он берет инструмент и совершает. А священник – это инструмент, потому что Господь все ведает, все видит, все знает. Но каждому необходимо из нас, когда человек расскажет, покается, даже если он что-то совершил такое тяжкое, то Господь, конечно, простит, и человеку самому легче станет на душе. Пример, вот вы говорили, господин ведущий, вопрос задали о том, что как физически ткварчальцы будут участвовать. Наверняка это будут какие-то субботники, наверняка, ну не каждый может принести и положить там то же самое 100 рублей или там еще как-то, да. Он придет и обязательно физически скажет, чем я могу помочь. Вот я умею, там у меня какие-то знания, у меня какой-то опыт есть в строительстве и так далее. Пример такой очень неплохой. В советское время запрещали же ходить и молиться. И у одного партийного руководителя была супруга очень верующим человеком. То есть, дабы не навредить своему супругу, она, конечно, не ходила, не молилась в храм, даже тот, который был открыт. Она переодевалась в спортивную форму, приходила в храм, брала, значит, швабру и мыла полы. Что же она делала? Таким образом она показывала свою любовь к Богу, свою любовь к добру. И вот такая сопричастность, мы хотим добиться этой сопричастности, и все ткварчальцы, и все абхазы должны, я думаю, прийти в этот день. И не только в этот день, и встать рядом. Кроме этого, ведь храм – это же не один год.
Да. И я думаю, что даже и не 5, да, если взять, потому Как что Бог даст. то, что мы сейчас, о чем мы говорим только о возведении стен, крыши, там, да, ну какая-то еще же роспись, еще же, ну, и какое убранство, да, то есть это тоже требует большого количества там и времени, и сил. Вообще понятие человека и сфера это вообще неразделимы. Вот как я себе не представляю лично понятие человека без веры. Я во всяком случае не видел человека такого, который бы, пускай он даже не является приверженцем там, православной конфессии или еще какой-то, Всё в равно верит экстремальных внутри. ситуациях, да, он хватается за эту соломинку. То есть это о чем говорит? Что это очень насущная проблема. И дай Бог, чтобы это такое действительно начало послужило и духовному возрождению, и возрождению Абхазии как таковой. Мы все ратуем, мы все граждане этой страны. Слава Богу, мы порадовались свободе и статусу государственности. Это действительно великое свершение. Теперь надо нам своими делами. А многие, возможно, путают или либо не хотят ставить на одну чашу весов материальное благосостояние и духовность человека. Но это одинаково важно. Может, даже духовность это более важно, чем материальное благосостояние. Но когда задают и говорят такие вопросы, что лучше бы там заняться там, строительством детских площадок, либо там добавить пенсии там, и так далее, что больше важно, это по крайней мере, да, это некорректно такие вопросы задавать именно фонду либо попечительству. Такое часто Да, бывает, такое часто Иногда. бывает. И очень важно, что мы строим все вместе. Это нас и объединяет, и народ объединяет. Я думаю, все, кто услышат и увидят, что проводится такая кампания, такой марафон, и все примут участие, независимо от религии, там, политических каких-то там взглядов и так далее. Я думаю, все примут участие, и мы всегда будем рады, чтобы видеть всех рядом с собой. Я хочу затронуть одну тему, которая, я думаю, что будет очень интересна всем тем, кто нас слушает, потому что те люди, которые участвуют в строительстве храмов, они называются благоустроителями, и им возносится вечная молитва. Уважаемые гости, как вы уже, некоторые из вас говорили, 4 августа будет проведен марафон. Я бы хотел более подробно поговорить об этом марафоне, что это будет за марафон, кто может принять в нем участие, с какой целью он проводится. Пожалуйста, кто бы мог прокомментировать. Марафон, он пройдет 4 августа в городе Ткварчал, начинается в 17:00. Будут организованы автобусы, которые смогут привести людей из разных точек Абхазии. Вся информация, она есть в Фейсбуке и на сайте храма. И это марафон-концерт, в котором участвуют звезды абхазской эстрады, классической музыки, детские коллективы. Кроме этого, к нам приезжает православный хор Даниловского монастыря, патриарши. Под Даниловский монастырь это патриаршая вотчина, и спасибо им огромное, что они согласились приехать и поддержать вот такую вот инициативу в Абхазии. Марафон проходит при поддержке Спортапсна. Значит, тут будут велосипедисты стартовать из Сухума, соединяться будут на перекрестке Ачамчира-Ткварчал. Дальше, значит, будут ехать в сторону Ткварчала. А также в этот день утром будет заплыв в поддержку марафона в Сухумах. Соответственно, это все будет освещаться. Квадрокоптеры будут это все освещать. У нас два замечательных ведущих. Это Эрик Микая, Алхас Монаргия. К ним присоединится Александр Щева. Будет много интересных мероприятий. Соответственно, в этот день будут организованы телемосты. Пока мы насчитали их 5. Это Москва, это Германия, это Австралия. Это Сингапур, где есть абхазы проживающие, значит, и их друзья, которые тоже выступят с поддержкой. Будет проявлена высокая степень сопричастности. Соответственно, как же в этот день перечислять? То есть у нас очень много способов благопожертвований для этого предусмотрено. Это электронные деньги,
Это открытые расчетные счета в российском банке, три расчетных счета рублевые и 2 валютных. А здесь в каждом отделении Сбербанка Абхазии есть расчетный счет в поддержку строительства храма. Значит, есть короткий СМС. Вот, поэтому, так сказать, все необходимые возможности для удобства предусмотрены. Поэтому мы ждем, все желающие могут прийти. Мы ставим автобусы в каждом городе, да? Да. Подключили к этому, то есть административный ресурс полностью задействован. Мы получили поддержку президента Абхазии. Президент Абхазии поручил этим заниматься вплотную главе своей администрации президента. Значит, дальше у нас, конечно же, зеленый светофор на уровне главы администрации. Она там каждую минуту на связи. Вот, главы администрации будут предупреждены, уже предупреждены об этом, будут выставлены, значит, автобусы, куда будут люди приходить организованно, приезжать в Кварчал, пройдет марафон, соответственно, и также организованно увезут. Мы достаточно долго готовились, у нас хорошая слаженная команда в количестве 12 человек. Все мы, так сказать, едины. В этом смысле нам повезло. Я думаю, что с Божьей помощью 4 августа марафон пройдет на достаточно высоком уровне. У нас будет хороший дан старт для сбора средств в поддержку строительства нашего Петь. И вот я хочу сказать, что очень многие предприятия отреагировали, значит, очень положительно. Значит, многие компании оказали свои услуги абсолютно бесплатно. Многие компании сделали это по себестоимости. То есть такой посыл хороший идет от людей. То есть мы готовы принять участие, потому что это благое мероприятие. Я хочу добавить, пользуясь случаем, что на этой площадке, на площадке строительства храмового комплекса в городе Ткварчал, мы объединили, ну никому не секрет, к сожалению, да, что мы, конечно, не вдаемся ни влево, ни вправо, наше общество немного разобщено, если можно так сказать, немного, да, но на этой площадке мы даем определенный хороший пример всем. Пример, как мы можем делать хорошие, добрые дела, пример единения. Это реальная сила в единстве, поэтому приходите, встаньте рядом, помогите, мы здесь творим добро, мы здесь творим любовь ради общего блага, на благо наших поколений будущих. В 2008 году пришла в голову идея-мысль. В 2013 году мы заложили камень, провели чин освящения земли. И через 5 лет мы стартуем и делаем марафон, объявляем старт организации сбора средств. То есть не получится ли так, что мы через следующие 5 лет закончим вообще? Ну дай Бог закончили бы, да? Но мне хотелось бы сказать следующее, что во время марафона, на мой взгляд, это будет как бы такая изюминка, и я бы попросил тоже присоединиться к этому всех, кто даже кто не сможет посетить этот марафон, потому что в 18:00 по московскому времени будет объявлена молитва по соглашению. То есть все люди, которые участвующие в этом, которые знают об этом, которые будут в телемостах участвовать, да, то есть независимо от разницы во времени, в 18:00 по московскому времени, значит, все будут молиться как бы едино за это благое дело. Это очень важно, это очень сильно нас сплотит, это очень даст большую мощь, энергию. И я думаю, что с Божьей помощью у нас все получится. Большое спасибо, уважаемые гости. Я со своей стороны очень надеюсь, что в ближайшее время мы снова соберемся здесь в студии и будем уже говорить о том, какой прекрасный храм находится в городе Ткварчал. Еще раз большое спасибо. Уважаемые телезрители, я спешу сообщить вам о том, что сразу после завершения нашей передачи вы сможете увидеть специально подготовленный фильм о строительстве храма. Большое спасибо, всего доброго.